Дорогой друг, за последние несколько дней замечали ли вы что-нибудь странное или вам было трудно что-либо видеть? Со мной происходит что-то необычное, и я очень обеспокоен. Я хочу решить эту проблему сегодня. Сегодня я принес вам очень важное послание от Бога. Он хочет устранить все проблемы, которые ждут вас впереди в жизни, но для этого вам нужно прислушаться к этому посланию. Это сильное послание, поэтому я умоляю вас прислушаться к нему внимательно. Пожалуйста, не игнорируйте это. В конце этого сообщения я помолюсь за вас. Послушайте это сообщение, которое я получил на свой телефон вчера. Вы будете удивлены тем, что там сказано. Я решил поделиться им с вами. Именно это Бог сказал в этом послании. Дорогая дочь, в своей жизни ты столкнешься с испытанием, которого не сможет избежать ни один человек в этом мире. Но если вы поверите мне с верой, я смогу открыть решение этого препятствия. Теперь вы проигнорируете мое сообщение или прочтете его полностью и вернетесь, чтобы прослушать, когда вас прервут. Однако к тому времени может быть уже слишком поздно. Итак, выслушайте это сообщение внимательно и спокойно. Это не шутка и не ложь. Если вы не верите, отложите это послание и продолжайте заниматься своими мирскими делами. В течение 48 часов ты сама поверишь, если ты моя дорогая дочь. Послушайте внимательно мое сегодняшнее сообщение. Может показаться, что это повторяется несколько раз, но очень важно прислушаться. Помните, что это решение надвигающейся проблемы в вашей жизни. Скоро мир пройдет, люди умирают каждый день, так что вам не нужно бояться, что ваше тело станет объектом насмешек, потому что оно уже мертво и закопано в земле. Истинный страх заключается в том, что однажды ваша душа может погибнуть, вечно блуждая по этому миру в поисках счастья, но не имея возможности его найти. Ужасающая мысль родиться в этом мире только для того, чтобы снова умереть, странствуя из одного места в другое, не зная, где ты находишься и чего желаешь. Однако Бог дал нам лучшую надежду. Он послал Своего Сына в мир, чтобы Он стал нашим Искупителем, заплатив за наши грехи раз и навсегда, чтобы мы могли иметь с Ним вечную жизнь на небесах. Мой дорогой сын, я всегда рядом с тобой, направляя и защищая тебя на каждом этапе твоего пути. Доверьтесь мне и верьте в мой план для вашей жизни, даже перед лицом проблем и неопределенности. Знайте, что я все делаю для вашего блага. Ищите мою мудрость и слушайте свой нежный внутренний голос, ибо я говорю с вами через интуицию и знаки, которые я помещаю на вашем пути. Будьте открыты для получения моих сообщений, потому что я всегда общаюсь с вами. Не бойся, ибо я твоя сила и убежище. Когда ты почувствуешь слабость и разбитость, приди ко мне и найди покой в моем присутствии. Я источник вашего покоя и комфорта. Доверься моей силе, которая поддержит тебя в любую бурю. Оставьте свои заботы и бремя в моих руках, и я дам вам необходимую силу. Помните, что я сильнее любого испытания, с которым вы можете столкнуться. Отпусти страх и прими мою любовь, ведь я всегда рядом с тобой.
Знайте, что вас глубоко любят и ценят. Я создал тебя с определенной целью, и твоя жизнь имеет уникальный смысл. Примите свою уникальность и дары, которые были вам дарованы. Используйте их, чтобы принести свет и радость в мир вокруг вас. Твоя жизнь – великое произведение искусства, которое я создал с любовью и добротой. Распространяйте эти качества, куда бы вы ни пошли. Глубоко коснитесь жизни людей. Очень важно, чтобы ты помнил, что ты – продолжение моей любви в этом мире. Найдите время отдохнуть и найти утешение в моем присутствии среди суеты жизни. Легко почувствовать себя подавленным и упустить из виду то, что действительно важно. Сделайте паузу и подумайте о красоте творения, поскольку оно отражает мою любовь к вам. Найдите моменты спокойствия и благодарности, позволяя вашему сердцу наполниться трепетом и удивлением. В таких случаях вы обретете обновление и ясность. Ищите баланс во всех сферах своей жизни и позвольте своим действиям руководствоваться любовью и состраданием. Не стоит недооценивать силу своих молитв. Ваши слова способны свернуть горы и вызвать чудесные преобразования. Излейте передо мной свое сердце, ибо я всегда слушаю. Знай, что я слышу каждую мольбу, каждую слезу и каждый вздох. Когда ответы не приходят сразу, знайте, что я работаю за кулисами, выравнивая обстоятельства согласно своему божественному плану. Ваши молитвы никогда не будут напрасными, потому что я верен и отвечу так, как лучше для вас. Продолжайте молиться и сохраняйте непоколебимую веру в мою любовь к вам. Бог говорит вам: «Я здесь с тобой сегодня и навсегда». Я хочу, чтобы ты знал, что ты никогда не одинок, потому что я твой постоянный спутник. Я вижу трудности и проблемы, с которыми ты сталкиваешься, и хочу заверить тебя, что я направляю тебя на каждом этапе пути. Доверься мне, положись на меня и найди утешение в моей любви, ибо вместе мы преодолеем любые препятствия, которые встретятся на твоем пути. Имейте веру и знайте, что я всегда слушаю ваши молитвы. Я хочу, чтобы вы полностью приняли настоящий момент. Поверьте, что я работаю за кулисами, корректируя все события ради вашего блага. Помните, что надежда – это не просто смутное желание, а уверенное ожидание. Я хочу, чтобы вы изо всех сил держались за надежду, даже перед лицом трудных обстоятельств. Надейтесь, что наступят лучшие дни, что ваши молитвы будут услышаны. Я активно работаю над тем, чтобы принести вам наилучшие результаты, но я также хочу, чтобы они были реалистичными. Жизнь не всегда легка, и возникают проблемы. Я никогда не обещал жизни без трудностей, но обещал быть твоей силой и вести через них. Признайте, что борьба и неудачи – это возможности для роста и развития характера. Примите их как возможность положиться на меня и приблизиться к моему любящему присутствию в этом путешествии под названием «Жизнь». Всегда не забывай сначала найти меня, потому что ты никогда не будешь одинок. Я всегда с тобой, дитя мое. Помните об этом. В этот особенный момент я прошу вас протянуть руки любви и милосердия ко всем людям.
Пусть ваши благословения сопровождают их на каждом шагу, освещая их пути и направляя их к миру и счастью. Дайте им силу преодолевать трудности, мудрость для принятия решений и любовь делиться с другими. Пусть надежда процветает в их сердцах, и пусть они будут защищены от всего зла. Благословите их здоровьем, процветанием и духом благодарности. Пусть они чувствуют себя любимыми и заботливыми сейчас и всегда. Аминь. Я надеюсь, что это сообщение послужило для вас источником вдохновения. Если вы верите в это слово, прокомментируйте: Бог уже действует в моей жизни. Кроме того, поделитесь этим видео со своими друзьями и семьей, и не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать больше такого вдохновляющего контента. Бог многого требует от вас, чтобы вы слушали это. Вы не можете игнорировать Бога. Вы не можете игнорировать это сообщение, иначе вы пожалеете об этом позже. Это очень важно. Это произойдет сегодня, менее чем через 3 часа. Прошу тебя никому не рассказывать, держать это в тайне, а в конце я буду молиться вместе с тобой о исполнении всех благ, которые произойдут в твоей жизни. Так что умоляю вас, не игнорируйте это. Важно каждый раз, когда вы слышите это слово, принимать его и комментировать. Я получаю, чтобы благодать уже могла стать частью вашей жизни. Посмотрите, что Бог говорит для вас в этом послании. Бог посылает сообщение, показывая, что вы скоро получите финансовые благословения, величайшие в вашей жизни. Вскоре вы поймете, почему вам нужно было иметь веру, надежду и много сил, чтобы выстоять, даже когда дела были трудными. Скоро произойдет редкое и невероятное чудо, просто ждите его с решимостью. Все изменится и будет отличаться от того, что было. Ваш путь скоро изменится навсегда, к лучшему. Все, чему вы научились за последнее время, будет вознаграждено изобилием и процветанием. Держать глаза открытыми. Сохраните это видео как свидетельство благословений, которые произойдут в вашей жизни после его просмотра, ведь о них не написано. Никогда не бойся. Ваша жизнь полностью изменится менее чем за 3 часа. Комментарий. Верую, чтобы показать, что вы принимаете предназначенную вам благодать. Если вы здесь, это уже знак. Лишь немногие люди будут благословлены этим даром, и вы один из них. Благодарите Бога за то, что вы были избраны. Вы становитесь сильнее, чем можете себе представить, как духовно, так и умственно. Все, что произошло до сих пор, было направлено на то, чтобы помочь вам вырасти и раскрыть свою внутреннюю силу. Ваша способность восстанавливаться поразительна, и ничто не может вас остановить. Бог хочет, чтобы вы знали, что эта битва не ваша, а Его, и эта битва уже выиграна. Получите эту благодать, когда вы чувствуете искушение сдаться и кажется, что вы не сможете снова подняться. Помните, что ваша сила исходит от Него. Ваше финансовое положение может быть нестабильным, но в этом месяце вы получите финансовое благословение. Верьте в это. Верьте в Бога и никогда не сдавайтесь, потому что у Него для вас есть невероятные планы. Все ваши трудности будут преодолены,
и ваш путь с каждым днем станет яснее. Получите это сообщение. Бог хочет донести до вас, что чудесные вещи могут произойти сегодня, менее чем за 2 часа. Имейте эти мысли в виду. Сегодня в вашей жизни проявится что-то позитивное. Исцеление придет, и ваши молитвы будут услышаны. Финансы будут благословлены, возникнут новые возможности, и двери откроются сегодня. Будь готов. То, о чем вы молились, приближается, и Бог скоро передаст ключи в ваши руки. Получите это благословение. Не беспокойтесь о вещах, находящихся вне вашего контроля. Пусть Бог позаботится об этом. Обратите внимание на новости сегодня, потому что Бог молча действует и неустанно борется за вас. Бог откроет дверь специально для вас, даже если вы не просили о финансовых благословениях, которых ищете. Это будет удивительно. Оставайтесь сильными в вере. Поддержите эти данные, ничего не пропуская, чтобы потом не пожалеть. Один из секретов, который раскроется позже, связан с тем, чем вы занимались последние 2 дня. Вы помогали другим в их походах и проповедовали Слово Божие. Евангелизация необходима. В этот момент мы с открытым сердцем просим вашей помощи, чтобы поделиться и распространить Слово Божие среди большего числа людей. Поделитесь этим со всеми в своем WhatsApp. Важно сделать это сейчас, потому что Бог призывает вас действовать и изменить жизнь рядом с вами. Этому человеку сегодня необходимо это слово. Важно евангелизировать. Также попросите их разослать это видео всем людям, которых они любят, потому что это видео принесет много благословений. Двери откроются, долги будут решены, депрессия исчезнет, и тревога больше никогда не постучится в дверь. Верьте в это слово. Пророчествуйте в своей жизни. В этот момент Бог просит меня сказать вам, что Он исцеляет все ваши болезни и что ваша депрессия больше не принадлежит вам. В этот момент обличается все зло и зависть. Спасибо, Отец, за этого сына, за эту дочь, которая слушает Тебя сейчас. Пусть Господь коснется их сердец и даст им почувствовать Твой пылающий огонь. Пусть этот человек, который сегодня слушает Господа, станет чудом в их доме. Пусть вся печаль и обида будут изгнаны в этот момент. Пусть лукавый никогда не войдет в дом того, кто сегодня слушает. Благодарю Тебя, Отец, за Твое милосердие. Поделитесь этим посланием благословения со всеми и попросите их поделиться им и с другими. Скажите, в этом видео ваша жизнь изменится раз и навсегда. Да, верьте в это. И когда вы поделитесь им, скажите, поделитесь этим еще с 7 людьми, и давайте распространим это благословение на всех. Давайте вместе сделаем так, чтобы эта уникальная и чудесная благодать достигла миллиона человек. Могу ли я рассчитывать на вас? Помогите нам отправить это послание высшего благословения. От Бога всем и скажите, в этом видео ваша жизнь изменится раз и навсегда. Посмотрите его и поделитесь им еще с 7, потому что вместе мы будем евангелизировать 1 миллион человек. Получите это благословение.
Это уже происходит. Наш Бог возвращается. Слушайте слова Иисуса Христа, Господа нашего. Дорогие дети, сейчас я хочу поговорить с вами, чтобы подтвердить глубокую мудрость и любовь, пронизывающую Вселенную. Доверьтесь плану, который я, ваш Создатель, привел в действие. Сохраняйте спокойствие и знайте, что я всегда рядом с вами, направляя вас на каждом этапе пути. Финансовое благословение придет к вам неожиданно, когда вы меньше всего этого ожидаете. Ваши деньги и финансы будут процветать, как никогда раньше, и будут поступать из источников, о которых вы даже не догадывались. Сохраните это видео как свидетельство. Получите это благословение. Обратите внимание на каждое из этих слов, потому что есть секрет, предназначенный только для вас сегодня и имеющий большое значение. Это произойдет через 3 часа. Не игнорируйте это послание от Бога. Провозгласите это в своей жизни. Я процветаю, я богат, у меня изобилие. Деньги текут ко мне из разных источников и остаются со мной для построения моего богатства. Провозгласите это благословение в своей жизни. Повторите вместе со мной. Каждое колено преклонится, и каждый язык исповедует, что Иисус Христос – Господь. Ничто не может поколебать меня, ничто не может победить меня, потому что у моей силы и победы есть имя, и это Иисус. Я хочу жить по Твоему Слову. Я хочу наполниться Твоим Духом, но я только прошу Тебя, Иисус, избавь меня от зла. Спасибо Тебе. У каждого этапа огромного жизненного пути есть цель, даже когда все кажется неопределенным. Поверьте, что все получится к лучшему, потому что я обо всем позабочусь за кадром. Оставьте свои тревоги и страхи со мной, потому что я хранитель звезд и знаю путь каждого вашего шага. Будьте внимательны к каждому из этих слов, потому что через 3 часа будут важные новости. Что-то произойдет, и все это было запланировано. Это произойдет в вашем доме. Пожалуйста, слушай внимательно, дитя мое. Имейте полную уверенность в том, что для вашей жизни есть план, наполненный благословениями, ростом и достижениями, превосходящими ваше маленькое воображение. Провозглашайте, что божественные благословения уже в пути. Провозгласите, что процветание приближается к вам. В огромной Вселенной вы являетесь ценной и важной частью. У вас есть уникальные способности, таланты и опыт, которые вносят свой вклад в общее дело. Найдите утешение в моем божественном присутствии, потому что я здесь, чтобы направлять и поддерживать вас. Всегда верьте, что каждая проблема, с которой вы сталкиваетесь, это возможность для роста и трансформации. Даже в моменты боли или невзгод я работаю над тем, чтобы превратить вас в человека, которым вам суждено быть. Верьте, потому что я никогда не дам вам больше, чем вы можете вынести, и я буду использовать каждый опыт, чтобы формировать вас с любовью. Будьте готовы к серьезному повороту в вашей жизни, который наполнит ваше сердце радостью. Усилия, которые вы посвятили совершенствованию себя, принесут невероятные плоды. Путь, который вы прошли до сих пор, это ценное путешествие,
и на этом новом этапе ваши способности проявятся еще ярче. Ваши достижения будут больше, чем когда-либо прежде, как настоящее финансовое благословение. Наслаждайтесь настоящим моментом, ибо он скоро пройдет. Вы приближаетесь к заключительному этапу своего путешествия и постепенно осознаете, что то, что вы искали, всегда было внутри вас. Найдите спокойствие, ведь следующая глава вашего путешествия принесет вам постоянную улыбку и радость, которая останется в вашей душе. На этот месяц для вас приготовлены потрясающие планы. Обратите внимание на каждое из этих слов, потому что это будет сегодня вечером. Не игнорируйте это послание от Бога. Возможно, я не знаю о ваших молитвах или слезах, которые намочили вашу подушку, но сегодня я здесь, чтобы сказать вам, что Бог услышал ваши молитвы. Ангелы были посланы, и скоро вы станете свидетелем своих чудес. С большой честью утверждается, что ваше здоровье значительно улучшится, удивляя врачей. Вы достигнете желаемой работы, и в этот момент проявится ваше процветание, богатство и изобилие. Получите свою долю и действуйте и говорите так, как будто это уже происходит. Ходить верой, а не видением. Ангелы посылают вам сегодня сообщение, подтверждающее, что, действуя искренне, вы уже одерживаете победу. Верьте в свою честность, поскольку ваша чистота и честность определяют, кто вы есть. Независимо от трудностей на этом пути, нажмите кнопку «Нравится», чтобы проявить позитив и поделиться Словом Божьим с большим количеством людей. Оставайтесь укорененными в любви, истине и вере. Не позволяйте ничему погасить пламя внутри вас. Процветание придет даже во тьме, потому что свет всегда найдет дорогу обратно, чтобы приветствовать вас. Комментарий. Я верю на слово и позволяю всему идти своим чередом. Процветание уже в пути. Чем больше вы пытаетесь удержать людей и ситуации из прошлого, тем больше вы ограничиваете свой рост и предотвращаете вход новых энергий в вашу жизнь. У вас есть невероятная божественная способность соединяться, воссоздавать и оживлять себя. Настройтесь на настоящее, а не попадайте в ловушку прошлого. Поделитесь этим посланием благословения со всеми сейчас и попросите их поделиться им с другими, сказав: «В этом видео ваша жизнь изменится раз и навсегда». Да, верьте в это, и когда поделитесь, скажите: «Поделись еще с 7 людьми». Давайте распространим это благословение на всех. Давайте вместе охватим 1 миллион человек. Это наша цель, и мы не успокоимся, пока не достигнем ее. Помогите нам, отправив всем послание высшего благословения от Бога. Сказав: «В этом видео ваша жизнь изменится раз и навсегда». Посмотрите и поделитесь с еще 7. Давайте вместе будем проповедовать евангелизацию, охватив 1 миллион человек. Пришло время принять перемены. Если это сообщение резонирует с вами, поставьте лайк под видео и подпишитесь. Процветание придет сегодня. Это новый день, момент начать строить счастливую и полноценную жизнь. Освободитесь от всех ограничений и откройте для себя тайны жизни. Инструменты для изменения вашей жизни к лучшему уже находятся внутри вас,
ваших мыслей и убеждений. Это начало нового дня. Всегда помните о важности каждого дня, проявляйте доброту и распространяйте любовь. Доверьтесь божественному присутствию в вашей жизни, поскольку Бог всегда рядом с вами, направляя и защищая вас на каждом этапе пути. Столкнувшись с жизненными трудностями, помните о своей силе и способностях. Бог дал вам внутреннюю силу, чтобы преодолеть любые препятствия. Верьте в себя и в силу божественной любви, которая вас окружает. Богатство придет с благодарностью в вашем сердце. Смотрите в будущее с надеждой и оптимизмом, зная, что наступят лучшие дни. Если вы верите в послание этого текста, прокомментируйте: «Я верю, что мир и благодать Божия всегда с вами». Аминь. Бог хочет сказать вам, что чудесные вещи могут произойти сегодня менее чем за 3 часа. Вы можете не знать некоторых имен, которые будут упомянуты, но все равно получите их, и вы увидите разницу в своей жизни. Примите эту информацию, поскольку сегодня произойдет неожиданное благословение. Исцеление придет, и ваши молитвы будут услышаны. Ваши финансы будут благословлены, и перед вами откроются новые возможности и двери. Будьте готовы, ведь перед вами открываются возможности. Увидьте возможности, которые Бог приготовил для вас. Они подобны открывающейся двери, и искупительный свет Христа призывает вас к действию. Получите каждый из них. Да, есть возможности зарабатывать деньги в интернете, цифровой маркетинг, реферальные вознаграждения, партнерские программы. Примите эту благодать, а теперь приступим к заключительной благословляющей молитве. Дорогой Божией, для полного исполнения Твоих благословений, я прошу Тебя благословить этих Твоих детей, которые слушают, чтобы они сегодня могли получить все, о чем просят Тебя. Если пришло время доставить им эти вещи, спасибо, что выслушали нас и безоговорочно любите нас. Мы доверяем Тебе. Аминь. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Да здравствует Иисус Христос! Я надеюсь, что это сообщение послужило для вас вдохновением. Если вы верите в это слово, напишите в комментариях: «Господи, все уже хорошо». И помните, наш первый молитвенный час под названием «Бог говорит вам это сегодня» уже доступен. Это чистое благословение в вашей жизни, доступное для того, чтобы мы могли распространить информацию среди большего числа людей. Доверьтесь моей работе, даже если она невидима. Положись на мою силу, когда чувствуешь себя слабым и бессильным. Знай, что моя сила совершенствуется в твоей слабости. Я твое прибежище и сила, всегда готовый помочь в трудную минуту. Когда вы находитесь на самом низком уровне, я могу поднять вас и провести до конца. Вам не обязательно нести свое бремя в одиночку, бросьте их на меня. Я приглашаю вас передать мне все свои тревоги, потому что я забочусь о вас. Я ваш носитель бремени, поддерживающий вас во всех испытаниях и невзгодах. Радуйтесь надеждой, даже среди страданий. Как Бог надежды, у меня есть планы обеспечить вам процветание и дать вам обнадеживающее будущее.
Ваши нынешние обстоятельства не определяют ваше будущее, твоя надежда во мне надежна. На своем пути веры не забывайте. Глубоко любить друг друга. Любовь покрывает множество грехов и является величайшей заповедью. Любя других, вы отражаете мою любовь к миру и приносите свет во тьму. Стойте твердо в своей вере, потому что жизненные бури могут бушевать. Я твой якорь, и со мной рядом ты сможешь преодолеть невозможное. Твоя вера, укоренившаяся во мне, может свернуть горы. Молитесь не переставая, поддерживая постоянную связь со мной. Молитва – это ваш спасательный круг к моему присутствию, и она имеет силу изменить обстоятельства, сердца и жизни. Смотрите, как я работаю в ответ на ваши молитвы. Благодарите при любых обстоятельствах, поскольку благодарность – мощное оружие против отчаяния. Даже в самые мрачные времена находите причины быть благодарными. Помните о благословениях, которые я излил в вашу жизнь, и позвольте сердцу благодарения наполнить вас радостью. В настоящий момент ты найдешь меня всегда рядом, принося бесконечную радость и постоянный пир. Выбирай радоваться мне, даже в трудные времена. Я всегда готов помочь вам и провести вас в самые трудные моменты. Представьте себе женщину, помолвленную с мужчиной, которого она глубоко любит и которым восхищается. Ее сердце переполняется удовольствием, когда она думает о своем любимом. Точно так же, когда ты вспомнишь, что ты обещан мне навсегда, ты сможешь найти во мне удовольствие, несмотря на жизненные трудности. Душевное удовлетворение, которое вы находите во мне, помогает вам хорошо относиться к другим. Наслаждаясь моим любящим присутствием, вы сможете благословлять других своей радостью. Я всегда с тобой, держу тебя за правую руку. Страх и разочарование могут поджидать вас на пути, но не позволяйте им сопровождать вас. Я ярко сияю впереди, маня тебя сосредоточить на мне свой взгляд. Крепко держись за мою руку и пройди мимо темного присутствия страха и отчаяния. Продолжайте смотреть на мое сияющее присутствие, излучающее лучи неизменной любви и бесконечной поддержки. Ваша уверенность исходит от знания того, что я постоянно с вами, уже в вашем будущем, готовя путь. Слушайте, как я обращаюсь к вам со словами предостережения, мудрости, мужества и надежды. Не бойся, ибо я с тобой. Не ужасайтесь, ибо я ваш Бог. Я укреплю, помогу и поддержу тебя своей праведной десницей. С силой и уверенностью встречайте все, что вас ждет впереди, зная, что вами руководит Божественная рука. Поддержите наш канал жестом признательности и благодарности. Надежда – это золотая нить, соединяющая вас с небесами, помогающая вам высоко держать голову перед лицом испытаний. Я никогда не отхожу от тебя и всегда держу тебя за руку. Без нити надежды ваша голова может поникнуть, а ноги могут закачаться. Но с надеждой перед вами открывается великолепный вид с главной дороги. Шероховатость или гладкость пути становится менее значимой, если принять во внимание сияющее место назначения. Я учу вас держать в своем сердце двойную цель,
мое постоянное присутствие и надежду на небеса. Подтвердите свою веру в Бога и силу надежды, которая поддерживает вас. В моменты непреодолимых испытаний помните, что настоящий момент – это место, где вы можете найти меня, источник бесконечной радости. Страх и разочарование теряют контроль, когда надежда становится путеводной звездой на вашем пути. Ты никогда не одинок, и твое будущее наполнено обещанием моей любви и присутствия. Радуйтесь настоящему, верьте в будущее, и пусть ваше сердце наполнится непрерывным праздником радости от моей безграничной любви. Я расширяю твой путь, чтобы твои лодыжки не подвернулись. Это показывает, какое сложное участие я принимаю в вашем жизненном пути. Я точно знаю, что впереди. Я точно знаю, что ждет вас на вашем жизненном пути, и у меня есть возможность изменить предстоящий путь, чтобы облегчить вам его. Иногда я позволяю вам увидеть, как я работал от вашего имени, а иногда вы остаетесь в неведении о трудностях, от которых я вас избавил. В любом случае, мое намерение состоит в том, чтобы расширить путь перед вами, продемонстрировав свою глубокую вовлеченность и любовь к вашей жизни. С вашей точки зрения мои работы часто могут показаться загадочными. Я не защищаю ни вас, ни кого-либо еще от всех невзгод, так как я сам не был защищен от невзгод в течение 33 лет моего пребывания в вашем мире. Наоборот, ради тебя я охотно претерпел невообразимую боль, унижение и муки на кресте. Когда мой отец отвернулся от меня, я испытал невыразимые страдания. Однако, поскольку я был готов терпеть эту мучительную изоляцию, вам никогда не придется страдать в одиночестве. Я обещал быть с тобой всегда. Если вы любите Бога, вы можете подписаться на наш канал, чтобы выразить свою преданность и желание поделиться посланием веры с другими. Те, кто смотрит на меня, сияют, ибо я подобен постоянно сияющему солнцу, даже среди трудных обстоятельств, и когда путь вперед кажется темным. Как ваш Спаситель, я даю вам источник света, способный преодолеть любую тьму. Я создал тебя, чтобы ты отражал мою славу, и ты можешь добиться этого, посмотрев на меня и повернув лицо к свету. Найдите время побыть неподвижным в моем присутствии, подняв лицо, чтобы впитать мое сияние. Чем дольше вы останетесь в этой атмосфере, пропитанной светом, тем больше я смогу благословить и укрепить вас. Отдыхая со мной, вам, возможно, захочется прошептать слова Иакова: «Воистину, Господь находится на этом месте». Помните, я всегда и везде, поэтому это утверждение всегда верно, независимо от того, чувствуете ли вы мою близость или нет. Если вы потратите время на то, чтобы насладиться моей любовью и моим сиянием, это может повысить ваше осознание моего присутствия. Более того, время, проведенное со мной, помогает тебе быть светом в мире, излучая мою любовь окружающим. Я принимаю свою силу, и когда вы подтверждаете свою связь с Божественным, она наполняет вас силой, сиянием и способностью ярко сиять даже в самые мрачные моменты. Идя по жизненному пути, всегда помните, что путь под вашими ногами расширяется любящей рукой Бога. Он знает, что ждет впереди, и Его присутствие гарантирует, что вы никогда не останетесь одни.
Хотя его действия могут быть для вас загадкой, его непоколебимая любовь и забота постоянны в вашей жизни, особенно во времена тьмы и неопределенности. Посмотрите на него, ибо он – вечно сияющее солнце, рассеивающее все тени. В его присутствии находишь в себе силы отразить его сияние и стать маяком надежды и любви для других. Примите силу своей веры, потому что, поступая так, вы обретаете безграничную любовь вашего Создателя, который сопровождает вас на каждом этапе пути. «Я твоя помощь и твой щит». Особое внимание обратите на притяжательное местоимение «твой». «Я не просто помощник и щит, я твой на все времена и на всю вечность». Пусть это вечное обязательство укрепит и воодушевит вас, когда вы пойдете со мной. «Я никогда не оставлю тебя и не покину тебя». Вы можете положиться на меня, потому что я ваш помощник. Не бойтесь своей несостоятельности, ибо, когда стоящая перед вами задача кажется сложной, радуйтесь, что я готов помочь вам. Открыто признайте свою недостаточность и доверьтесь моей бесконечной достаточности. Вместе мы с тобой сможем добиться всего, если это будет соответствовать моей воле. Я обязательно нужен тебе как твой щит, поскольку я защищаю тебя от многих опасностей физических, эмоциональных и духовных. Иногда вы знаете о моей защитной работе от вашего имени, но я также защищаю вас от опасностей, о которых вы даже не подозреваете. Найдите утешение в уверенности в том, что мое могущественное присутствие наблюдает за вами. Не бойся зла, мой любимый, ведь я всегда с тобой. Примите обещание, что Бог – ваша вездесущая помощь и щит. Когда вы смотрите на меня все больше и больше, я становлюсь вашим радостным фокусом. Когда вы смотрите на сегодняшний мир, многие тревожные вещи требуют вашего внимания. Однако, если вы слишком сильно сосредоточитесь на этих вещах, вы впадете в глубокое разочарование. Между тем, тот, кто постоянно с тобой, взывает: «Я здесь, взгляни на меня, любимый, и найди во мне радость». Мое присутствие может благословить вас всегда, даже когда оно находится только на заднем плане вашего разума. Ты можешь научиться осознавать меня, пока занят другими делами. Великолепный мозг, который я дал вам, может работать на нескольких направлениях одновременно. Когда вы делаете что-то, требующее больших умственных способностей, ваше осознание моего присутствия будет едва уловимым. Тем не менее, это может утешать и воодушевлять. Сделать меня своим радостным фокусом – это не эскапизм. Напротив, ваша внимательность ко мне укрепляет вас и придает смелости справиться с трудностями вашей жизни. Чем настойчивее вы будете смотреть на меня, тем эффективнее и радостнее вы будете. Осознайте силу сосредоточения на присутствии Бога как на источнике силы и радости в течение дня. Помните, что Бог – ваша постоянная помощь и щит. Он готов помочь вам в трудную минуту и защитить вас от видимых и невидимых опасностей. Признайте свои собственные ограничения и доверьтесь Его безграничной достаточности. Рядом с Ним вы сможете справиться с любой проблемой в мире, наполненном неопределенностью. Могут возникнуть отвлечения и разочарования,
но важно сознательно прилагать усилия, чтобы сосредоточить свое внимание на Боге. Позвольте Ему быть источником вашей радости и центром вашего внимания даже в самые загруженные моменты. Вы можете нести осознание Его присутствия на заднем плане своего разума, находя утешение и силу в Его неизменной любви. Примите эту практику как способ жить более эффективной и радостной жизнью. Знайте, что вы никогда не одиноки, потому что Бог – ваш постоянный спутник. Имея Его на своей стороне, вы сможете одержать сокрушительную победу через Царя Славы. Он любит тебя безоговорочно, независимо от того, что происходит в этом разрушенном и падшем мире или в твоей собственной жизни. Вы победители, поскольку Он одержал победу для вас своей жертвенной смертью и чудесным воскресением. Его неизменная любовь совершила это чудесное завоевание, сделав вас гораздо больше, чем просто победителем. Вы наследник Царства, вечной жизни и света. Размышляйте о блеске Божьей любви и победы, которые сияют в любых обстоятельствах. Ничто не может отделить вас от Его любви. Подумайте, что значит иметь Бога возлюбленным вашей души не на мгновение, а навсегда. Ваша душа – это вечная часть вас, которую невозможно отделить от Него. Оно не определяется тем, что вы видите в зеркале, или тем, что другие отражают вас. Это суть того, кем вы на самом деле являетесь, постоянно преображаясь от славы к славе. Не расстраивайтесь из-за недостатков, которые вы видите в себе. Вместо этого помните, что вы постоянно преобразуетесь в Его образ. Радуйтесь истине о том, что Божья любовь безусловна и преобразующая. Черпайте воду из источников спасения с радостью. Эти колодцы непостижимо глубоки и до краев наполнены Его благословениями. Ценность вашего спасения неоценима и превосходит все богатства земли. Когда ваша жизнь в этом мире закончится, вы будете жить с Ним вечно в совершенной среде, наполненной ослепительной славой. Поклоняйтесь Ему вместе с бесчисленными последователями, относясь друг к другу с дивной любовью и отвечая Ему еще большей любовью. В этом вечном царстве вы получите Его любовь в невообразимо великой мере. Подивитесь обещанию вечной радости и любви, которая ждет вас. Пусть эта уверенность поможет вам выдержать трудности в этом мире. Бог понимает трудности, с которыми вы сталкиваетесь, и Он – ваша сила и песня. Он достаточно силен, чтобы нести вас, когда вы чувствуете, что не можете идти дальше. И в хорошие, и в трудные дни Его песня может наполнить вас радостью. Примите предложение божественной силы и радости, сопровождающие путешествие по жизни. Размышляйте о победоносной любви Божией, зная, что через Него вы более чем победитель. Ваша душа преображается по Его образу, и Его любовь никогда не разлучится с вами. Черпайте из источников спасения с радостью, понимая, что благословения вечности превосходят испытания этого мира. Найдите силу в Его присутствии и пойте с Богом, который любит вас. В Его присутствии вас переполняет победа и радость, которая не знает конца. Его неизменная любовь лучше самой жизни, бесконечно превосходящая все, что предлагает этот мир, и она никогда не иссякнет.
как бесценна Его неизменная любовь. Осознайте несравненную ценность неизменной любви Божией, превосходящей все остальное. Рассмотрим притчу о купце, ищущем хороший жемчуг. Когда он нашел одну вещь, представляющую большую ценность, он продал все, что имел, чтобы сохранить ее навсегда. Божья любовь подобна драгоценной жемчужине, ради которой стоит потерять все остальное. Обретение Его любви обогащает вашу жизнь, обеспечивая основу для роста и улучшения отношений с другими. Знание того, что вы совершенно и вечно любимы, поможет вам стать тем человеком, которым вас задумал Бог. Осознайте неизмеримую ширину, длину, высоту и глубину Его любви к вам. Пусть это приведет вас к поклонению, где ваша близость с Ним растет не по дням, а по часам. В глубине своего сердца радостно празднуйте Его великолепное присутствие. Поймите неизмеримую ценность Божьей любви, которая превосходит все, что может предложить мир. Эта любовь наполняет вас целью и бесчисленным образом обогащает вашу жизнь. Это не только преображает вас, но и улучшает ваши отношения с другими. Продолжая это путешествие, помните, что вы никогда не одиноки. Божья любовь сопровождает вас на каждом этапе пути, направляя, укрепляя и наполняя вечной радостью. Продолжая греться в этой божественной любви, ваша близость с Богом процветает, и ваша жизнь становится свидетельством Его неизменной и беспримерной любви. Блаженны те, кто приобрел знание, чтобы выразить мне восторженное одобрение, ибо слово «признание» означает именно это. Это не естественная склонность человечества, а скорее то, что требует обучения и практики. Для начала отвлекитесь от обыденных и повторяющихся представлений обо мне. Вместо этого медитируйте о моем славном величии. Подумайте о том, что я создал мир, тщательно создавая людей по своему образу и подобию и наделяя их вечными душами. Я творец красоты как в мире, так и на просторах Вселенной. Мое присутствие повсеместно неоспоримо.